такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано и конечно, не может не быть не поддержано. Русский язык, семейные ценности, память предков. Президент России внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции. На федеральной трассе минимальный съезд и выезд на трассу. Это положено так делать. Реконструкция трассы «Кавказ» оказывает положительное влияние на экономику всех субъектов России, заявил глава Ингушетии на совещании в Магасе. Эти зерна кукурузы – настоящее достояние ингушского народа. Новый сорт с древними корнями и богатой историей здесь планируют выпустить уже в ближайшие годы. Чудом сохранился и успешно возрождается. Ингушские ученые выводят 100-летний сорт кукурузы, которую издавна сеяли наши предки. Если не вменить еще иск за нанесение, это от 100 до 250 тысяч на юрлицо. Но если еще и вменить иск за нанесенный ущерб, то, я не знаю, там это уже подсчитывать должны специалисты, это может вылиться в несколько, может и десятков миллионов. Свалка из строительного мусора – не лучший вид с башни. Жалобы жителей Магаса услышаны. Расскажем об итогах рейда сотрудников Минприроды. Пистолет бесшумно называется. Он создан на основе пистолета Макарова. Демонстрация вооружения как способ привития чувства патриотизма. Во Всемирный день зрения и слуха для особенных детей провели экскурсию по базе ОМОНа Росгвардии. На телеканале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. Традиционные семейные ценности, память предков, индексирование пенсий, социальные выплаты, доступная медпомощь. Эти и другие поправки предложил депутатам внести в Конституцию страны президент России Владимир Путин. Эта законодательная инициатива будет рассмотрена депутатами во втором чтении. Для принятия должны проголосовать более 50% депутатов. Когда состоится голосование и другие подробности в материале Тамары Хашагульговой. Предложения по поправкам в основной закон уже завершены. Их накопилось более 900. Голосование уже 22 апреля. Ждать осталось недолго. Первую часть поправок сформулировал сам Владимир Путин. С должностью президента обновленная версия Конституции вообще обходится строго. Часть полномочий, касающихся формирования правительства, переходит парламенту. Также предлагается закрепить ограничения для чиновников и депутатов. Запрет распространится на заграничные банковские счета. Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор. Хочет он иметь какие-то активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которые могут, эти связанности могут налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации. Поэтому я полностью согласен, только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это. Президент, в частности, предлагает сделать русский языком государства, образующего народа. Также в новых положениях основного закона страны твердый запрет на отчуждение территории России и обращенное к государству требование заботиться о соотечественниках по всему миру. Неважно уже какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача и защищать их, и поддерживать с ними связи. Также вносится поправка, определяющая брак как союз мужчины и женщины. А еще рабочая группа просит включить в основной закон положение о защите семьи и детей. Мы предлагаем напрямую записать в Конституции, ввести норму в статью 67.1 о том, что дети – важнейшее достояние России. И государство не только создает условия, которые способствуют их всестороннему развитию, но и уделяет большое внимание воспитанию. И так напрямую о детях раньше никогда не говорилось. Нет. Но с учетом той ситуации, о которой мы знаем, и о которой я уже многократно говорил, имея в виду демографические наши проблемы, то, мне кажется, это вполне обоснованно.
уже, исходя даже из того, обоснованно, что у нас, в общем-то, в традициях народов России всегда было особое бережное отношение к ребенку, к детям. Поэтому мне кажется, что это такие нравственные начала, которые объединяют страну. И дополнительно, если будет отражено в основном законе, то мне кажется, что это будет оправдано. Социальные гарантии, о которых едва не забыли в 90-е, тоже становятся частью Конституции. Инициативы президента – гарантировать индексацию пенсий и установить размер минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума. В том же ряду поправок и право на доступную медицинскую помощь и уважение к труду человека. Мы предлагаем усилить положение о социальном государстве и сделать это положение навсегда реально действующим, закрепить в Конституции правила о проведении в государстве единой социально ориентированной государственной политики. Есть такое выражение «таргетировать инфляцию». Целенаправленно понижать. Выясняется, что если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность. Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности и так далее. Поэтому то, что в основном законе будет такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано и конечно, не может не быть не поддержано. Общероссийское голосование – позиция принципиальная. Лишь в случае одобрения поправки Конституции вступят в силу. Тамара Хашагульгова, Новости 24. Реконструкция участка дороги Р-217 «Кавказ» оказывает положительное влияние на экономику всех субъектов России, через территории которых пролегает трасса. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов на очередном совещании с участием руководителя управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Росавтодор Руслана Алечхаджиева. Глава региона дал поручение правительству республики до 1 апреля обследовать строение вдоль федеральной трассы и представить детальный отчет. Все подробности в сюжете. Сейчас на дорожном участке в Сунжинском районе уложено 3 слоя асфальта протяженностью почти 15 километров. Это 4 полосы. А также нанесена дорожная разметка. Устанавливаются дорожные знаки, уличное освещение и барьерные ограждения. На Назранском районе проводятся аналогичные подготовительные и строительные работы, а также 630 буро-набивных свай на Икажевской и Магасовской развязках. В качестве основной цели реализации проекта руководитель региона обозначил безопасность на дорогах. Статистику по дорожно-транспортным происшествиям в Ингушетии Махмуд Али Калиматов охарактеризовал как неудовлетворительную. Республика находится в списках регионов с далеко не самыми лучшими показателями. Дорога, которая сейчас строится, она должна собой нести улучшение безопасности дорожного движения. Существует на трассе много опасных точек с точки зрения аварийности. На федеральной трассе минимальный съезд и выезд на трассу. Это положено так делать во избежание аварийности. Для этого есть специальный въезд и перекресток. Едешь вправо, потом на перекресток, где регулируемый выезжаешь. А вот просто как с села, это столько аварий, когда нет регулирующего перекрестка. Нельзя с каждого дома, с каждого предприятия, значит, выезды сделать. Их надо убрать. Есть внутренняя дорога, доехал до перекрестка и оттуда выехал. Отрегулируйте это все. К людям относиться, к их собственности, как неприкасаемой, в рамках закона только с ними разговаривать и делать. В части того, чем можем, будем помогать и способствовать будем. Люди ведь просто возмущаются, потому что не знают. Нет информации. Надо доводить до людей информацию. Меня очень волнует, и я на это буду настаивать, облагораживание вот этих 30 метров лево-вправо, чтобы эта дорога, она была приведена в порядок вами. Там всегда вдоль дороги были красивые насаждения, деревья. Правительству региона Махмуд Али Калиматов поручил до 1 апреля провести обследование строений вдоль федеральной трассы и представить отчет по каждому из них. Вот там, как грибы, растут сразу заправки, какие-то помещения, здания вдоль дороги, новые, которые строят. Еще дорога еще не построена. А тут, я смотрю, там уже в пойму вправо влезли. До 1 апреля мне каждый объект по земле, по строению
Значит, чтобы мне документы были. Законы, незаконны, земля, строение. Федеральная трасса – это первое, что видят гости республики, посещая нас, и от этого складывается первое впечатление. Так сделаем его положительным, заключил руководитель региона. С 15 апреля семьям с ребенком будет автоматически назначаться материнский капитал. Новые условия программы «Мат-капитала» касаются семей, в которых первый ребенок и последующие родились с 1 января 2020 года. Такие родители могут не дожидаться середины апреля и самостоятельно обращаться за выплатой. Напомню, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала и ее продлении до 31 декабря 2026 года. Теперь при рождении или усыновлении первого ребенка семья получит сертификат на 466 617 рублей. За последующих по 616 617 рублей. Не новое, а возрождение старого. Ингушские ученые вывели сорт кукурузы, которую издавна сеяли наши предки. Воскресили растения с древними корнями из зерен, которым, по оценкам экспертов, минимум 100 лет. Они чудом сохранились. Об истории их находки и дальнейшей судьбе в сюжете Ирины Тичоевой. Вы даже, наверное, не представляете, каким трудом нам удалось сохранить эту кукурузу. Сушили, грели под лампой, очищали от плесени. Каждое зернышко протирали холщевой тканью. Словом, нянчились как с ребенком. Иначе было никак, ведь сохранить зерна кукурузы, которым, по оценкам экспертов, около 100 лет, не только большой труд, но и невероятное чудо. Кандидат сельскохозяйственных наук Багамед Базгеев вместе со своими сотрудниками поначалу не думал, что у них получится. Но древний сорт кукурузы нужно было спасать любой ценой. Обрабатывали стимуляторами роста. Всевозможные мероприятия провели и посеяли в горшочках цветочных. И в итоге добились такого результата, что 4 зернышка из них проросло. Мы трудились, все лето, даже когда была ненастная погода или там температура опускалась, мы ее заносили, выносили на улицу. Потом, когда уже растения достигли где-то сантиметров 50-60, мы уже пересадили его в открытый грунт. С горшочков. И тоже поливали постоянно все это. И, в том году мы получили 5 початков. Первое, что удивило, это очень здоровое, рослое растение само по себе. Его цвет. Затем, когда мы выяснили, что оно очень старое, я как агроном, первое, что мне пришло в голову, его устойчивость. Выращенная за 100 лет назад кукуруза, столько лет, которая путем древнего отбором лучше отбиралась, у нее намного выше устойчивость к таким заболеваниям, как фузариоз, артериосклероз. Это очень серьезные заболевания. Зерна кукурузы в горах Ингушетии обнаружил 3 года назад Алихан Евлоев. Он всю свою жизнь прожил в селении Пяльник Жирахского района. Каждое утро, по традиции, дедушка прогуливался по окрестности. И в одно утро, проходя мимо полуразрушенной башни, он увидел предмет, завернутый в материю. Оказалось, это был небольшой глиняный горшочек, в котором и лежали заветные зерна. Будучи технологом по профессии и агрономом, Алихан Евлоев понял, что он нашел удивительную находку. Раскрыв эту материю, он обнаружил, что этот горшочек лопнул, и там была белая кукуруза. И она уже была в таком плачевном состоянии. После того, как, видать, стена обрушилась, прошло какое-то время, и за это время осадки попали внутрь горшка, и семена заплесневели. И он потом передал, он со мной созвонился, привез мне и передал. Там было чуть больше горсти семян. Она была вся поражена плесенью. Там кладоспориоз, всевозможные, грибковые поражения были. Специалистам Республиканского НИИ сельского хозяйства удалось высадить кукурузу и получить первые 5 початков. Сохранив полученный урожай, они высадили зерна повторно в отдельную делянку и получили около 100 килограмм урожая. Как отмечают технологи, из древнего сорта можно получить очень качественную муку. И мы решили так, что если мы сохраним определенное количество этих семян, у нас есть за институтом закреплена пашня 200 гектаров в Кантышеве, мы там сделаем выключку, полностью фитосанитарную полосу сделаем, посеем и получим уже больше семян. И в дальнейшем будем брать определенное количество этих семян, высевать уже в селекционных делянках, скрещивать с другими новыми сортами и получать там определенный
требуем нам пока эти результаты. В горах этот сорт кукурузы не дает большого роста и созревает раньше, чем на равнинной территории. Технологи уверены, благоприятный климат поможет кукурузе достичь почти 4 метров высоты. Впереди у специалистов очень много работы, но дело того стоит. Ведь, по сути, эти зерна кукурузы – настоящее достояние ингушского народа. Новый сорт с древними корнями и богатой историей здесь планируют выпустить уже в ближайшие годы. Над названием долго думать не стали. Слово «ингушский» там точно будет присутствовать. Этот сорт, он даже не с позиции какой-то сортовой ценности. Это даже, наверное, даже как-то в большей степени нам ценен, потому что это наши предки, далекие предки, они его использовали, питались им и все остальное. Поэтому тут и чувство гордости за наше это аграрное тогдашнее, предков наших. Таким образом, специалистам удастся сохранить аграрное дело предков. Несколько лет назад Алихана Евлоева не стало, но дедушка был уверен, что этот глиняный горшочек в башне остался не случайно. Возможно, наши предки оставили нам в наследие удивительный сорт кукурузы, который может вывести сельскохозяйственное дело Ингушетии на новый уровень. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. А из окон жителей новостроек Магаса видна свалка. Горы строительного мусора, раскинутые вокруг жилых многоэтажек, горожан уже не удивляют. Но мириться с таким ландшафтом никто не намерен. По многочисленным обращениям жителей в столице прошел рейд экологов. Ситуацию усугубляет и кощунство нарушителей экочистоты. Мусор разбросан и близ главной достопримечательности Магаса – башни Согласия. Как намерены расчищать территорию и бороться с нарушителями, выясняла Тамара Хашагульгова. Всем добрый вечер. Как видите, вот эта картина происходит в центре Магаса. Везде разбросан мусор. Строители, которые трудятся, придавая Магасу облик современной столицы, по-видимому, не сильно заботят отходы. На КАМАЗах обязаны вывозить мусор на полигон. Недолго думая, они оставляют его здесь же, рядом. Что называется, не отходя от места застройки. Но местные власти уверяют, устранять незаконную свалку начали давно. Только на время холодов работу пришлось приостанавливать. Как потеплеет, как погода нормализуется, обязательно начнем в дальнейшем. И в ближайшее время уберем. А убрано очень большое количество. Где-то до конца этого марта полностью, я думаю, мы закончим. Но надеяться на сознательность нерадивых застройщиков не приходится, ведь такая картина в Магасе повторяется с завидным постоянством. Впрочем, как поясняют специалисты, выровнять землю не значит ликвидировать свалку. Ведь, как показывает статистика, годовое количество отходов в России составляет 30 миллиардов тонн. 95% из этого числа остаются гнить на полигонах твердых бытовых отходов, а вот на переработку отправляется всего 5. Эта процедура хоть и затратная, но штрафы за несанкционированную свалку все равно выше. Вот эти навалы строительных отходов, они осуществляются эпизодически. Вот их убирают, правда, они опять появляются. Но опять же, муниципальный контроль надо усилить, и этого не будет. Это, если не вменить еще иск за нанесение, это от 100 до 250 тысяч на юрлицо. Но если еще и вменить иск за нанесенный ущерб, то, я не знаю, там это уже подсчитывать должны специалисты, это может вылиться в несколько, может и десятков миллионов. Впрочем, это не единственное нарушение. Буквально в нескольких метрах от импровизированной свалки нашлось место и черным копателям. Прямо из-под русла реки кто-то решил добывать гравий. И все бы ничего, только разрешения на это никто не давал. Как говорят специалисты, это одна из проблем, из-за которой Сунжа постоянно высыхает. Хочу предупредить сразу, кто будет пойман, будет наказываться жестко. С доказательной базой, если будет пойман человек, то ему вменят иск за нанесенный ущерб природе. Вот незаконная добыча в русле реки на юридические лица – это от 800 тысяч до миллиона. Нарушения зафиксированы и протоколы составлены. Ну а в какую сторону изменится экологическая ситуация близ Сунжи, в итоге покажет только время и сознательность жителей. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.
Отряд «Мобильный» особого назначения делится тонкостями прохождения службы с подрастающим поколением защитников Родины. Сегодня воспитанники коррекционной школы-интернат Сунжи побывали на базе ОМОНа Росгвардии в Карабулаке. Отсутствие слуха и речи не умаляет их любознательности, а напротив усиливает желание увидеть вживую боевую технику и познакомиться с условиями быта военнослужащих. Экскурсию приурочили к особой дате. Сегодня Международный день зрения и слуха. Что для особенных гостей подготовили росгвардейцы, расскажет Дана Плиева. Кто из детей, увидев военные машины, не мечтает на них прокатиться? Вот и сегодняшние воспитанники из коррекционной школы не стали исключением. Через своих наставников они передали эту просьбу организаторам встречи. Язык жестов заменяет этим особенным детям разговорную речь и слух. Непривычные и робкие перед камерой, они все же делятся своими впечатлениями от автотехники с помощью педагога за кадром. Интересно было и посмотреть. Ну а за пределами объектива через сурдопереводчика дети признаются, мечтают увидеть или даже подержать в руках автомат или пистолет. Будто, предугадав их желание, ребят ведут к следующему пункту экскурсии. Сотрудники Росгвардии подготовили выставку военного оружия, где и представили подробно их технические характеристики. Пистолет бесшумный называется. Он создан на основе пистолета Макарова. В принципе, патрон тот же самый, 9/18. Здесь патрон помощнее, 9/19. Экскурсия, приуроченная к Международному дню зрения и слуха, не первое мероприятие, проводимое сотрудниками Росгвардии для воспитанников Сунжской коррекционной школы. Они постоянные гости на самых различных праздниках и акциях, начиная от Нового года и заканчивая 9 мая. Неудивительно, что и дети, и организаторы давно успели привязаться друг к другу. Кто-то из работников даже учится общаться с детьми без посредников. Это очень для них полезно. Развитие слухового восприятия, контакт с людьми. Мы выехали, мы не просто в школе, это же у нас как бы школа, закрытое учреждение, а тут мы выехали, мы сами все это почувствовали, ощутили, увидели, услышали. Самое интересное организаторы оставили напоследок. Ребята смогли своими глазами увидеть действия и работу кинолога. Стоять, лежать, бежать, ловить мяч, искать оружие. Собаки обучены всем этим командам. Для детей, нагулявших аппетит после насыщенного дня, бойцы ОМОН развернули настоящую полевую кухню на 130 человек. Ребят накормили солдатской кашей, чаем и различными сладостями. Еда не только вкусная, но и полезная. Кто нашу кашу не ел, тот... Эта каша предназначена для защитников Отечества. Кто ее ел, тот силен, умен. Мы недавно были в коррекционной школе города Сунжи, где нас пригласили на спортивное мероприятие. Они изъявили желание приехать к нам на базу, посмотреть, как мы живем здесь, как мы работаем. И сегодня они к нам приехали, чувствуем хорошее настроение у них. Мне понравилась каша, все, машина понравилась, пистолеты, все понравилось. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня Всемирный день писателя. Он был учрежден по решению 48-го Конгресса Международного пен-клуба. Его участники обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме. Это праздник всех представителей четвертой власти. Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий. Этот день они приближали как могли. Их лица – лица победы. Экспозиция без срока давности, ведь память о героях 40-х не подвластна времени. 9 мая страна отметит 75-летие со дня полного разгрома фашистских войск советской армией. Среди них и отважные ингуши. Память о тех, кто насмерть стоял на защите Отечества, хранят практически в каждой семье. Сразу 4 братьев Осмиевых воевали на фронтах Великой Отечественной, а 5-й трудился в тылу. О героической судьбе защитников Родины репортаж Делимхана Калоева. Эти черно-белые фотографии здесь на стеклянной полке Музея краеведения яркое свидетельство подвига целой семьи в борьбе с фашизмом. Можно себе представить, сколь велика была их ярость против этого масштабного зла. Если из одной семьи на фронт отправилось 5 братьев, рассказывает Ахмед Осмиев. Его отец Татри Осмиев призвался в армию в 1939 году в Казахстан. Далее были годы на передовой, участие в наступительных операциях под Курском, в городах Брянск и Орел. После этого передовой ханвас султях.
тыловик, старшина роты Воложи, по хозяйственной части дослужиться до 1947 года в Казахстане доехал. История жизни Татри Асмиева полна испытаний. Она не ограничилась войной с немецкими захватчиками. Ему пришлось столкнуться с чудовищной клеветой на ингушский народ и его депортацией. А еще он до конца жизни вел поиски своего младшего брата Хасанбека. Последние известия о нем пришли в 40-х годах с Украины, где он воевал. В поисках хоть каких-либо сведений про своего дядю Ахмед совместно с научным сотрудником Музея краеведения отправил запрос в архивные службы. Мы, в свою очередь, запрос сделаем в архив города Подольск. И я надеюсь, что получим положительный ответ в дальнейшем. За последний этот месяц нами выявлено без вести пропавших и погибших участников более 20 имен. И из них информация имеется в мемориале ОБД на несколько человек. А в судьбе остальных идет у нас поиск по выявлению этих имен. Самый старший из братьев Асмиева Хамадхан, пережив тяготы и лишения войны, также испытал на себе горечь депортации, а по возвращению на родину скончался через 20 лет. По словам его сына Магомеда, из его личных документов осталась только трудовая книжка. Сведения о его боевом пути почти не сохранилось. И он собирается исправить это в ближайшее время. Отец получил ранение. Был комиссован. Комиссовать весь нахал Болчан и Казахстане. Цухан Халвата ответственен возраст в 1944 году. Халватчан даже поезд, саботовальный акчи, вот Салбагат, себя магнит отец вижди, виждел, вижди, вести, Халболчан царь, здесь фронтовики едет, даже, я машлот у него играл. Отец полностью сюда комиссовать это вино. Фотография Макшарипа Асмиева также хранится здесь в Музее краеведения, как и несколько фрагментов его истории. В виде пожелтевших от времени документов. Герои родом из села Далаково, здесь память о них уже никогда не сотрется. Реально делать, уз тыли носил дешадуз дед фронту помогал дед бол бабц. Сколько имен, сколько судеб отважных сынов, призвавшихся на войну. Подвиги одних уже известны, слава других ждет своего часа, чтобы выйти из неизвестности. Помимо присутствующих здесь Ахмеда и Магомеда Асмиевых, наша съемочная группа приметила и юную посетительницу музея, рассматривая ордена, медали и другие экспонаты. Она, как оказалось, готовится принять участие в конференции в Московской гимназии имени братьев Копцовых, приуроченной к 75-летию Победы. По этому случаю Хава Аздоева подготовила доклад. Когда в 1941 году война постучалась во все двери советского народа, попросив прощения у матери, Сварбек добровольно ушел на фронт, пообещав матери и родным, что скоро вернется, и война закончится быстро. Но, к сожалению, Сварбек не вернулся, и самое обидное, что он до сих пор считается без вести пропавшим. Имя Саварбека Султыгова еще одно в списке героев войны, пропавших без вести. О нем известно мало. В годы войны отличался от своих однополчан твердой решимостью и необычайной храбростью. Дошел до Бреста и был ранен, а после никаких вестей, но память о нем еще жива, хотя бы благодаря Хаве. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Более 160 юных каратистов со всей республики приняли участие в аттестации на получение поясов по карате. Третий аттестационный экзамен по карате Кёкусинкай проходил в Назране. Участники выполнили целый комплекс приемов, в котором юные каратисты учились долго и усердно, следуя рекомендациям и наставлениям опытных тренеров. Подробности в материале нашего корреспондента. Свое мастерство эти ребята оттачивают долго и усердно. Они пришли сюда за главным трофеем – специальными поясами, ведь называть себя каратистом без них рано. Всего в древнем искусстве их 10, от белого до черного. Но сегодня цвет достижений совсем другой. Ощущаю оранжевый пояс и хочу дойти до
очередной пояс, чтобы стать чемпионом. Хочу получить в данный момент оранжевый пояс, синяя полоска. И хочу заниматься кёкушинкай навсегда. Оранжевый пояс, синяя полоска посвящаю своему дедушке, потому что он всегда мне говорит, надо быть чемпионом. Пояса темнеют с каждым годом вместе с навыками, которые получают ребята. Среди каратистов немало и девочек, которые и себя в обиду не дадут, и других, а может даже и сдачу оставят. Хочу научиться для себя, чтобы уметь защищаться, младших защищать. Много чему научилась драться, и я могу защищаться от преград. Чтобы за детей не было обидно, тренеры готовили их к этой аттестации с особой строгостью. Новый пояс каратиста как показатель готовности ребят к новым соревнованиям. 160 детей-каратистов пришли доказать, что за полгода после последней аттестации они стали сильнее и лучше. Экзамен проходит сразу по нескольким критериям. Разминка, ударная техника, ката, блоки, УФП, значит, общая физическая подготовка, отжимания, приседания, пресс качаем в количестве 100 раз за раз, значит. Потом переходим на кумите бои, спарринги, по которым должен проводить каждый боец по два боя. Значит, желательно не проиграть, так как пояс можно и не получить. Но сегодня я вижу, дети подготовлены полностью, приехали сдавать с чистой совестью, получить свой пояс. Первый этап, значит, очень хорошо прошел. Степени ученичества в карате называют кю, а мастерские дан. Кёкусинкай – это яркий пример спортивного этикета. Оригинальная система карате, сохранившая дух спортивных поединков, но приспособившая технику и тактику к современным условиям. Им занимаются в 150 странах мира. Однако для Ингушетии это вид спорта новый, но динамично развивающийся. Больше ребят и сенсеев довольны сами родители. Целый год ходит сын. Ему 11 лет. Он был толстый, неподвижный, а сейчас резкий, поворотливый. И учебой начал лучше заниматься. И с таким развитием, с таким хорошим настроением идет на этот спорт. Он заработал, белый был сначала, желтый пояс, сейчас оранжевый, синий пояс зарабатывает. И чем дальше, тем больше у него больше интерес к спорту. И он говорит, я буду развиваться не то, что для Ингушетии, я хочу быть полезным. В садике прямо не занимается, уже 3-4 месяц. Очень довольны. Мне приходилось его возить в другие места, но так как уже открыли секцию в садике, стало очень удобно, и мы занимаемся. Нам нравится, ребенку нравится, мальчику. Довольны, вроде бы и стойкой, и все, какие-то движения. Интересные выражения он мне приносит домой. В общем, я довольна. Такая аттестация среди каратистов проводится 2 раза в год. После окончания экзамена кульминация. Церемония вручения поясов и сертификатов, подтверждающих пояс заслуженный. Зелимхан Калоев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.